Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши читатели, дорогие слушатели. С наступающим Новым годом! Хочу поздравлять вас. Скоро Новый год. Пожелать вам все самое лучшее, самое хорошее. Дорогие мои, ставьте лайк и рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Дорогие мои, хочу ответить по нескольким вопросам. Следующий вопрос. Ассаламу алейкум, уважаемый наставник. Я пишу вам из Бишкека. Меня зовут Алей. Мне 26 лет. Причина моего обращения в том, что очень долгий период не могу разобраться в себе. У меня во всех сферах жизни проблемы. Не могу определиться, куда идти, с чего начать и чем заниматься. Пора жениться, но из-за неуверенности и неопределенности даже не могу строить нормальные отношения. На работе тоже нет роста, в бизнесе тоже самое. Время приходит быстро, приходит пусто. Я застрял и не могу разобраться. Надеюсь в ваших мудрых наставлениях. Помогите, пожалуйста, разобраться в себе. Что мне нужно делать? Дайте мне направление. Брат мой, воду наливайте на землю. Вода быстро найдет свою дорогу. И она сама выбирает дорогу. Пожалуйста, вникай в эту мудрость, чтобы понять. Доверяй сама жизнь. Сама жизнь тебе даст направление. Просто ты слишком переживаешь. Сначала приведи себя в порядок в том, что перестань паниковать. Когда ты паникуешь, вокруг тебя все паника растет. Дело в том, что у тебя внутри хаос. Когда в голове человека хаос, это хаос отражается в окружающем мире. И начинается стать больше с каждым разом. Понимаете? Хаос будет еще больше, еще больше, еще больше. Поэтому начни фокусироваться сначала планирование своей жизни. Я тебе рекомендую, начни сначала почитать книгу «Думай и богатей». Потом читай мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных». Это оба книги позволят тебе постепенно прийти в себе. Ты понимаешь? Не стал лаборантом минусы искать в своей жизни и так далее. Вот. А это все от того, что у тебя нет цели жизни. Понимаешь? Когда ты прочитаешь это оба книг, пиши, пожалуйста, цель жизни. Возьми просто сядь и думай, что я хочу добиться до конца своей жизни. Задавай этот вопрос много раз до тех пор, пока у тебя не появится определенное понимание цели жизни. А если ты сам не справишься, тогда найди коуча. Найди, пожалуйста, тренера, психолога или коуча, который поможет тебе, чтобы ты определился для своего будущего. И это очень тебе сильно поможет. Как появится у тебя цель жизни, это хаос исчезнет. Сразу исчезнет это хаос. Понимаешь? Посмотри в жизни. Жизнь – это возможность. Жизнь – это шанс для каждого человека. Но она превращается в такие хаотичные вещи и проблемы только потому, что человек неопределенно живет. Он живет по течению. Он не думает о своей будущем. Жизнь заставляет. Понимаете, в вашей жизни появляется либо цель, либо проблемы. Я повторяю, в вашей жизни есть всегда два вещи. Либо цель, либо проблемы. А когда вы ставите цель, вы счастливо живете, вы создадите, вы стараетесь, вы работаете, что-то новое принесете. А когда человек не составляет цель и просто пытается жить, тогда в его жизни начинают появляться проблемы. Почему? Потому что жизнь толкает тебя вперед, чтобы через эти проблемы ты изменился, ты развивался. Через эти проблемы, чтобы ты прошел и стал сильнее, жизненноспособным. Потому что год за годом жизнь будет дороже. Год за годом жизненоспособности должны расти. Адаптироваться надо к любой время, которое в будущем есть. Понимаешь? Либо тебе цель адаптировать к этому, ты стремишься, да либо проблема тебе заставляет, стимулирует тебя. Понимаете? Чтобы ты стал сильным. Поэтому, как появится у тебя цель, эти проблемы все исчезнут. Здравствуйте, уважаемый Сальмур Раджабович. Я хотел обратиться к вам с таким вопросом. Чуть больше года я уволился с работы. Год стоял на учете в бюро занятости. Имел в этот период нестабильный доход. И сейчас работаю неофициально, но с стабильным доходом. После увольнения я исправно платил по своим долгам, не допуская просрочки, и каждый раз еще погружался в долги. Мой принцип: если взяли долги, их нужно отдать. Но на сегодня я с трудом справляюсь с платежами по кредитам. Обратился в банк с предоставлением реструктуризации, чтобы уменьшили мне ежемесячный платеж и увеличили срок возврата кредита. Но банк не идет навстречу. Я могу объявить себя банкротом, и тогда банк вообще ничего не получит. Потому что у меня из имущества только доля в квартире. Банкротство для меня самый лучший вариант. Но имею ли я моральное право
освободиться от долгов через процедуру банкротства? Или все же пытаться найти другой выход? Может все же пойти на банкротство, а потом через благотворительность вернуть Богу эти деньги? Дорогой, конечно, это вы можете, юридически так можете делать. Но внутри вы назад идете на 2 шага. Признавая себя банкротом, вы себя признаете, что вы от безысходности это делали. Но если вы смотрите, если это большая сумма, может быть, это того стоит, если у вас большая сумма. А если у вас небольшая сумма, лучше работайте, верните их. Понимаете, решайте эту задачу. Я бы на ваше место работал, бы их вернул. Это правда. Почему? Потому что это есть внутри вот этого урока, именно спрячено для вас будущее. Я убежден в этом. Внутри. Попытайтесь решать эту задачу. Вы открываете для себя дверь, которая делает вашу жизнь шедевром. Жизнь, она очень благосклонная, она справедливая. Когда мы о чем-то мечтаем, чего-то хотим, иногда в нашей жизни происходит не так, как мы хотели, не так, как мы думали. Но то, что мы мечтали, сильно захотели, по другой дороге приходит. То есть откуда-то из неизвестности приходит к нам. Понимаете? И жизнь, она такова. Поэтому рекомендую, попробуйте вернуть их. Попробуйте работать вернуть. Это если вы брали их, надо вернуть. Это самый лучший путь. Зато вы долги вернете, бизнес останется у вас. Думайте, анализируйте, вернуть. Просто у себя в голове принимайте решение, что я их буду вернуть. Знаете, когда мне стало легче? Пока я тянул, 2 года не мог отдавать людям долги. Я замучил, они меня замучили. 2 года я не мог вернуть. Но потом я принял решение, я буду до последней копейки верну. Ё Аллах, помоги мне. Как я делал такое намерение, и я принял решение, как будто дорога открывалась, как будто. По чуть-чуть я начал зарабатывать и возвращать. Чем быстрее я начал возвращать, тем больше начал зарабатывать. И могу уверенно вам сказать, что возвращать долги, ваши доходы растут 10-кратно. Так что вернуть долги выгоднее, чем не возвращать. Вот в чем суть. Возвращать долги, ваш доход растет 10-кратно. И я убежден, внутри эта ситуация спрячена для вас будущее. Пожалуйста, решите этот вопрос. Постройте новый денежный поток. Это же не сложно. Если не можете, учитесь этому. Это вообще не сложно. Постройте новый денежный поток. Понимаете, что в этом мире самое легкое? Это зарабатывать деньги. А вот стать человеком достойным намного тяжелее. Профессионалом стать, это 2 умножить на 2. Получили образование, ты профессионал. Пара лет или 10 лет занимался одной и той же, ты профессионал. Но вся жизнь не хватает, чтобы стать достойным человеком. Вся жизнь. Я видел огромное количество людей, обладателей кучи дипломов, которые, как человек, они вот такие, маленькие. Когда дело касается денег, дело касается каких-то духовных ценностей, как человечности, они передадут самого близкого даже. Поэтому преодолейте себя. Победителем можно стать, только победив себя. Желаю вам успехов. Здравствуйте, наставник. Я Азиз из Узбекистана, мне 34 года. Я врач-стоматолог, есть своя частная клиника. Но дело в том, что я вот уже несколько лет ненавижу свою работу и профессию. Я работаю уже 10 лет, опыта достаточно свои пациенты, но я в глубине души понимаю, что стоматология не для меня. Я не хочу развиваться, стремиться обучиться чему-то новому в этой сфере. Я мечтаю открыть сеть стоматологических клиник, но сам не хочу работать как врач. Мне нравится ресторанный бизнес, хотя в этом бизнесе ничего не понимаю. Я строю гостиницу у себя дома, потому что мой дом находится в исторической части города. В городе много туристов. Я хочу попросить у вас совет, как быть мне в такой ситуации. Спасибо за ответ. Дорогой Азиз, не тратьте жизнь на того, что вы не любите. Понимаете? Это самообманом не надо заниматься. Но если вы говорите, что я мечтаю открыть сеть стоматологических клиник, тогда учитесь бизнесу, открывайте стоматологические клиники и наймите людей, которые от души, душой и сердцем служат народу. Если вам нравится иметь стоматологический клиник, займитесь этим.
Я советую вам именно стоматологические клиники открывать. То есть несколько. Если у вас денег нет, найдите партнера-инвестора. Сначала вам надо учиться. Немножко денег, которые накопили. Я знаю, что стоматологи неплохо зарабатывают, я это знаю. Поэтому вкладывайте свои мозги, научитесь чуть-чуть бизнесу, что у вас бизнес-мышление появилось. Потом открывайте именно стоматологический клиник. Почему? Потому что вы 10 лет потратили время там. У вас это лучше будет получаться, чем ресторанный бизнес, чем гостиница, которую вы открываете. Гостиница, которую вы открываете, вы можете его просто передавать каким-нибудь людям, которые управляют гостиницей лучше, чем вы. Потому что в городе много у вас гостиниц, тем более вы говорите, что находится в исторической части города. Дай Аллах, чтобы она у вас получилась. И она получится у вас, однозначно получится. Но для вас будет бизнес хороший именно стоматологической клиники. Потому что вы 10 лет свою жизнь отдали туда. Вы там больше знаете, больше понимаете, чем в ресторане или где-либо. Если вы сейчас пойдете в ресторан или куда-нибудь, все ваши сбережения исчезнут. Будет очень жаль потерять все то, что вы накопили. Поэтому я рекомендую вам обязательно. Сначала откройте одну клинику стоматологическую, 4-5 кресла. Потом вторую, потом третью. Или либо одну откройте на 5 койка, то есть кресла. А потом делайте 10 кресла. Посмотрите на поток людей и так далее. Я рекомендую вам именно этим бизнесом заниматься побольше. Дорогие мои, ставьте лайк под это видео. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым нашу рубрику. Я желаю вам успехов, процветания. Всего вам доброго.